Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Жительница Ленского района Якутии сопровождала инвалида первой группы на лечение и не смогла получить компенсацию за проезд. Дело закончилось в суде. Как отметили в прокуратуре, заявительница обратилась в Ленскую центральную районную больницу с заявлением о возмещении проездных расходов. По результатам рассмотрения в возмещении расходов было отказано, однако больница обязана была выдать документ для получения бесплатных проездных. Невыдача и повлекла нарушение прав заявителя. В дело вмешалась прокуратура и внесла в адрес главного врача представление. Больницу оштрафовали на 50 тысяч рублей. Та, не согласившись с постановлением мирового судьи, обратилась с жалобой в суд апелляционной инстанции. Однако и там больница проиграла. Полиция проводит проверку по факту стрельбы в селе Барагонцы Усть-Алданского района республики. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрелы из ружья в дверь. Отмечается, что выстрелы были произведены в доме подозреваемого по улице Лонгинова. Пострадавших, к счастью, нет. Проводится проверка, подробности выясняются. Съемный, да? Съемный. Тело погибшего при обвале шахты Денисовская извлечено на поверхность и будет транспортировано в морг города Нерюнгри. Ранее в МЧС заявили, что были найдены фрагменты тела. Психологи работают с родственниками погибшего. В шахте Денисовская проведены работы по разборке завалов после обрушения. На ликвидацию последствий обрушения привлекались 69 человек и 4 единицы техники. В том числе от МЧС России 14 человек и 2 единицы техники. Обрушение произошло в ночь с 28 по 29 ноября. За прошедшие сутки в Якутске произошло 2 наезда на пешеходов, 1 пешеход в реанимации. Первый случай произошел в 8 утра на перекрестке улиц проспекта Ленина и улицы Дежнева. Предварительно установлено, что 45-летний водитель на Toyota Noah совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 10 лет, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 10-летняя девочка по счастливой случайности получила только рану подбородка. Ехал по улице Дежнева, поворачивал налево по проспект Ленина. Передо мной ехал автобус ПАЗ. Он проехал перекресток, загазованность, не увидел девочку, сбил. У меня зеленый горел, автобус проехал, я за ним. И девочка прошла после автобуса, я не увидел. Следующий наезд произошел вечером около 10 по 2-му километру Маганского тракта. Предварительно установлено, что 45-летний водитель управляет транспортным средством Toyota Corolla, следуя по Маганскому тракту со стороны улицы Газовиков в сторону улицы Экспериментальная, совершил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Прибывшая бригада скорой помощи доставила 54-летнего пешехода в отделение реанимации республиканской больницы в бесконтактном состоянии. Со слов водителя следует, что когда он ехал по Маганскому тракту, резко из темноты появился пешеход, который выбежал на дорогу, и он не смог избежать наезда на него. Проведенное медосвидетельствование у врача-нарколога не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков. По данным фактам дорожно-транспортных происшествий госавтоинспекцией города Якутска проводится административное расследование. Напомним, что пострадавший находится в реанимации, поэтому еще раз напоминаем о правилах. Госавтоинспекция города Якутска еще раз обращается ко всем участникам дорожного движения, особенно водителям, быть предельно внимательными при проезде перекрестков. Ну а пешеходам также быть внимательными при переходе дороги в установленных для этого местах по пешеходным переходам. Убеждайтесь в том, что вас пропускают. Месяц назад президент страны Владимир Путин подписал указ о изменениях в концепцию о миграционной политике. Мы узнали о том, на что могут рассчитывать приезжие у профильного ведомства. Законно находящийся иностранный гражданин на основании федерального закона 115 о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации вправе обратиться за разрешением на временное проживание. Разрешение на временное проживание выдается на 3 года сроком. Она у нас разделяется на 2 категории. Это без учета квоты и с учетом квоты.
Без учета квоты у нас идут те, которые родились на территории РСФСР, либо Российской Федерации, которые имеют граждан супруга Российской Федерации, детей граждан Российской Федерации и так далее. Сроки рассмотрения разрешения временного проживания 2 месяца, то есть 60 суток. После этого, получив, они могут подать документы, прожив более года на основании разрешения временного проживания, на вид на жительство. Вид на жительство выдается на 5 лет. Это уже будет постоянное проживание на территории Российской Федерации иностранного гражданина. К международному блоку и опять о мигрантах. Около сотни мигрантов из стран Центральной Америки, пытавшиеся в минувшие выходные прорваться через мексикано-американскую границу, репатриированы на родину мексиканскими властями, рассказывает Артем Сторонов. Мексиканские власти выслали из страны около 100 мигрантов из Центральной Америки, которые в минувшие выходные попытались прорваться через границу с США. Об этом в среду объявил министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете. Участники беспорядков выражали свое недовольство слишком долгим, на их взгляд, процессом рассмотрения заявок на получение статуса беженца. Мигрантов пытался оттеснить от границы мексиканский спецназ. Американская погранслужба со своей стороны применила слезоточивый газ. К сожалению, были несчастные случаи. Один мужчина забрался на крышу трейлера на шоссе, потерял равновесие и упал. Еще один мигрант попал под машину. Однако ни дети, ни женщины, в том числе беременные, ни старики, ни молодежь, ни даже те, кто устроил беспорядки, не получили серьезных ранений. Порядка 100 граждан Центральной Америки были репатриированы. В настоящее время на севере Мексики, возле границы с США, находится около 7 тысяч мигрантов. Еще несколько сотен на подходе. Все они бегут от бедности и насилия у себя на родине, в странах Центральной Америки. На этом пока все. Берегите себя.